По обращению неравнодушных жителей города Канаша наша съемочная группа выехала по адресу улица 40 лет октября, дом 60. Именно в этом доме проживает 87-летний дедушка Аркадий, как его называют соседи. Однако с недавнего времени жизнь человека осложнилась. Все дело в дренажной линии. Как видно невооруженным взглядом, дом, а также прилегающий к нему участок находится в ложбине. До недавних пор геодезия территории не вызывала неудобств жителей улицы 40-летия октября. Зима и весна проходили вполне обыденно. Снег, накопившийся за время стояния морозных месяцев, таял с приближением лета и стекал по трубе, проходящей под участком ветерана и уже далее под владениями соседей. Проблемы начались с аномально холодным и дождливым летом. Когда небо заволакивали тучи, вместе с погодой портилось и настроение дедушки, ведь половина участка и прилегающая к дому веранда наполнялась водой с глубиной до 20 сантиметров. Невозможно не заметить ручей, который течет прямо по улице 40-летия октября. Русло ручья находится прямо у дороги, и точно его происхождение мы указать не можем. Однако и не обратить внимания на это нельзя. Внизу труба вот такая, это Сергей положил, а третий дом, он ее замуровал, закрыл. Понимаешь? Вот уже все, нету, вода не идет. Как давно это уже происходит? Как давно это уже происходит, вот это вот все? Как давно? Вода здесь наполняется. Вот сегодня тоже был ведь. Вот сама проблема уже по времени сколько длится? Это сейчас 3 дня будет вот так стоять. Многим нравится запах сырости, но абсолютно никому запах сырости от гниющего собственного дома. А ведь еще и заболачивается плодородная земля. Как обычно бывает в таких ситуациях, помочь дедушке некому, лишь неравнодушные соседи. А чего же может так внезапно возникнуть подобная проблема? Со слов ветерана, соседи, проживающие ниже по улице, собственноручно и, что самое главное, самовольно перекрыли сток канализационной трубы. Добравшись до соседей, съемочная бригада попробовала получить комментарии по сложившейся ситуации и попытаться разобраться в проблеме. Как выяснилось, преграждения канализационного слива нет. Течение присутствует, однако оно слишком мелкое. Возможно, по словам соседей, имеет место быть засор. Однако точно утверждать, в чем же все-таки проблема, мы не можем. За комментариями по данной ситуации мы обратились к водоканалу. Только я знаю, собственников заливает, как раз таки такая проблема возникает во время дождей. Что вы можете порекомендовать, чтобы в будущем такие проблемы устранить, если они все-таки будут? В данном случае, я думаю, надо прежде всего, если у нас мы имеем пониженный участок земельный, где может быть скапливаться дождевая вода, надо делать дренажные колодцы или дренаж, как мы говорим. Здесь можно воспользоваться сервитутом, у нас есть такой закон. Все мы пользуемся хорошей качественной водой из артезианских водоскважин Бахтияровского водозабора и Высоковского водозабора. На сегодняшний день многие жильцы нашего города имеют задолженность по услугам водоснабжения. Пользуясь случаем, еще раз хочу обратиться к вам. Пожалуйста, своевременно оплачивайте услуги пользования водоснабжением и канализацией. От вас зависит и дальнейший успех нашего предприятия, муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Канаш». Дом ветерана находится в 800 метрах от Дворца культуры, практически центра нашего любимого города. Канаш развивается, постепенно внедряются новые технологии, облагораживаются внутридомовые участки, ремонтируется асфальтное покрытие, строятся технологичные заводы. Словом, Канаш не теряется в 21 веке. Однако проблемы, оставшиеся практически с момента основания города, все же дают о себе знать.